Кабанды для Абхазии. Его невозможно было принимать, это народ понял, это депутаты поняли. Конечно, мы надеялись, что исполнительная власть отзовет свои, подписи, но, к сожалению, этого не произошло. И опять парламент, как всегда, как тот орган, который в самые трудные времена берет на себя ответственность, взял на себя ответственность и не ратифицировал этот договор. Теперь самый главный дальше вопрос. Есть ситуация, есть люди, которые создали эту ситуацию. Это президент, это министр экономики, это те министры, которые одобрительные рекомендации давали. Правильно же? Президент, связан с этой ситуацией, подал в отставку. Но есть те министры, которые непосредственно были проводниками этого вопроса. Более того, были письма от спикера парламента, где он предупреждал, чтобы она не спешила ехать на подпись, чтобы там этот вопрос не доработан. Были письма от всех политических организаций, от Совета старейшин, вы все помните, от Союза интеллигенции. Очень много от кого было это все сказано, но не посмотрев на это, есть министр экономики, который не слышала, не видела, не знаю, она считала, что... Да. Вот мы сейчас обсудили, что на ближайшей сессии, может быть, это даже внеочередное можем сделать, мы вопрос будем поднимать о ее компетентности, о ее занимаемой должности. Это не противоречит тому договору, который был между оппозицией и властью. Откуда меня здесь, Ливан, Гивиш, все здесь. Это мы не нарушаем наши договоренности. Это внутренние дела только парламента. Мы имеем право недоверия любому министру за его работу, как его выдвигать. И мы этим правом должны воспользоваться. Это будет, я считаю, что это будет справедливо. Оценка. Раз. Такое соглашение между двумя государствами не проходит ратификацию, значит, есть человек, который создал эту проблему. Это есть президент и как минимум министр экономики. Мы вопрос должны в рамках своих полномочий в парламенте, мы этот вопрос будем поднимать в ближайшее время.